Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о раскрытии тайны найденной человеческой ноги в Челнах. Отрезал ухо и обе ноги, которые завернул в пакет и выкинул. Подробности страшного преступления. Не заметил автобус. Сюда, хотел заехать, не убедился в безопасности маневра. Крупная авария на проспекте Победы. И не признал себя виновным. Я затормозил, он выехал, почти до полдороги выехал. Почему водитель, не пропустивший машину на главной дороге, считает, что он прав? Это и не только прямо сейчас. Следователи раскрыли убийство мужчины, чью ногу нашел сотрудник мусоросортировочного завода в Автограде. На это у них ушла ровно неделя. Немаловажную роль в этом сыграл хозяин квартиры, где произошло страшное преступление. Кем был убитый и какое наказание уже понес предполагаемый убийца, знает Нафиса Минязова. Страшную находку обнаружил сотрудник Тагаевского мусоросортировочного завода «Автограда». 17 марта на конвейерной ленте он увидел человеческую ногу. Конечность лежала в обычном пакете вместе с остальными отходами. Мужчина тут же позвонил правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства и стали искать, кому принадлежала часть ноги. Никаких следов не было до вчерашнего дня. Накануне в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире, которую он сдает, обнаружил 2 мужских тела. Он пришел туда за деньгами. Квартиросъемщик, приехавший в Челны из Екатеринбурга, не выходил на связь и просрочил платеж за жилье. Выяснилось, что 34-летние молодые люди жили вместе и частенько выпивали. 14 марта во время очередного застолья они поругались, и злоумышленник решил избавиться от своего соседа, задушив его. Когда последний перестал подавать признаки жизни, он отнес тело в ванну и решил избавиться от него, но только по частям. Сначала включил воду, затем отрубил ему ноги, отрезал ухо, засунул все это в пакет и отнес на мусорку. Избавиться от тела не успел. Следователи предположили, чтобы его расчленить, мужчина специально купил нож побольше, но нервы не выдержали, когда увидел в новостях сообщение о найденной в мусорке конечности. Тело убитого мужчины без ноги с отрезанным ухом во рту лежало в ванне. Второй мужчина был найден в комнате с петлей на шее. Рядом лежала записка. Текст ее следователи не разглашают. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения человеческой ноги. В настоящее время следователям назначена судебно-медицинская, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Если выяснится, что никто больше не причастен к произошедшему, уголовное дело, вероятнее всего, закроют в связи со смертью подозреваемого. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Внимание, розыск. В Татарстане пропал житель Удмуртии. 59-летний Ахмедшин Фарид Мансурович 17 января ушел с работы в Ижевске и не вернулся. Последний раз его видели в Менделеевске. Если вы знаете о возможном местонахождении этого мужчины, правоохранители просят позвонить в полицию или по номерам, указанным на экране. Приметы: пенсионер, худощавого телосложения, среднего роста, был одет в черную куртку, спортивную шапку и темные брюки. Видео с девушкой, гуляющей в противогазе и нижнем белье по мосту Миллениум, заинтересовало не только пользователей соцсетей, куда кадры были выложены, но и автоинспекторов. Им, правда, больше был интересен водитель иномарки, остановивший свой Ford Mustang на автобусной полосе и снимавший свою знакомую. Сотрудники ГИБДД установили, что управлял им 44-летний мужчина. За нарушение правил дорожного движения его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1500 рублей. Повернул во двор со среднего ряда и лишился автомобиля. В крупную аварию в вечерний час пик попал водитель «Доджа» на проспекте Победы. Он заехал прямо под автобус, после чего его легковушка отбросила на отбойник. Предполагаемый виновник не получил ни царапины, в отличие от своего автомобиля. В автобусе пострадала одна женщина. Как мужчина объяснил свой маневр, знает Вероника Гайнудинова. Он хотел на поворот пойти? Он хотел вот туда заехать. Слева направо получилось. В последний момент, да? Ну, конечно. Сделать что-либо водитель автобуса попросту не успел. 34-летний водитель легковушки с московскими номерами внезапно начал поворачивать направо со средней полосы. Итог был предсказуем. Иномарка попала под автобус и отлетела в отбойник, попутно снеся дорожный знак. Я не видел даже. Он говорит, я в зеркало не посмотрел, отвлекся на телефон. Глядя на то, какие повреждения получила легковушка, многие удивлялись отсутствию в ней пострадавших. Медиков пришлось вызывать для 44-летней пассажирки автобуса. Женщина во время столкновения получила ушиб мягких тканей области левого лучезапястного сустава и ушиб мягких тканей левого бедра. Предполагаемый виновник чувствовал себя хорошо и не стал отрицать свою вину.
Сюда, да, хотел заехать, не убедился в безопасности маневра. Ну, вину признаюсь, получается, да? Да, конечно. Автомобиль предполагаемого виновника с большей долей вероятности теперь отправится на металлолом. Вероника Ганудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Недопонимание на дороге стало причиной аварии на улице Тецовская. Там минувшим вечером столкнулись Volkswagen Polo и Datsun. Водитель последний выезжал с прилегающей территории и уверял, что другие автомобили его пропускали. Все, кроме хозяина немецкой иномарки, который, по его версии, вообще ехал по встречной полосе. Впрочем, автоинспекторы в это не поверили. Обо всем по порядку. Айгуль Батрудинова. Я затормозил, он выехал, почти до полдороги выехал. Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Тецовская. Это главная дорога, поэтому появление автомобиля Datsun, выехавшего на перерез с прилегающей территории, стало для него неприятным сюрпризом. Как итог, после столкновения немецкую иномарку выбросило на обочину. В свою очередь, второй участник ДТП о правилах дорожного движения знал и при выполнении маневра был уверен в его безопасности. Выезжал с стоянки, тут таксист мне уступил дорогу, а тот просто по встречке взял, приезжал, я сразу как вкопанный встал, а он, по тормозам, вот след есть вот здесь. Он мне передок поднес и улетел сюда, и все. К месту происшествия подъехали сотрудники ГИБДД. Версию водителя Datsun они выслушали и объяснили ему, почему виноват в аварии все же он сам. Если он там тогда да, должен остановиться. В данном случае вы выезжаете на дороге. Я знаю, но по встречке найдет. Не встречка же это, где встречка-то? А это встречка. Он на той стороне был, да, он просто нет. Вот четко разделительная полоса. Когда за обгон ты приштрафуешь, за одно колесо ты за встречку выехал, все, тебя сразу гонит тормозит. Свою позицию водитель Datsun намерен доказывать с помощью таксиста, который и остановился, чтобы его пропустить. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. А на улице Большая Крыловка столкнулись сразу 3 автомобиля. Предполагаемый виновник аварии – водитель «Шкоды». Мужчина снес «Киа» и «Опель», водители которых планировали повернуть налево. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Их разбросало в разные стороны. Двигаться своим ходом машины уже не могли. Им потребовалась помощь эвакуатора. Вроде адекватный, то есть претензий к нему нет. В плане употребления чего-либо. То есть медик никого не вызывали, да? Нет, все нормально. Вину признавали, да? Да, вину признал. 6 рыбакам понадобилась помощь спасателей. Их вытащили из водного плена реки Кама рядом с Лаишево с помощью судна на воздушной подушке. Из-за образовавшейся трещины во льду любители подледного лова не смогли самостоятельно добраться до берега. И мы продолжаем рассказывать о чрезвычайных происшествиях, оставивших заметный след в столетней истории Тассера и людях, выбравших спасение делом своей жизни. Ровно 3 года назад, 24 марта 2017 года, на Казанском пороховом заводе произошел взрыв, который унес жизни 2 человек. Еще 2 пострадали. Оставайтесь здесь и ждите меня, мало ли чего. Вдруг кто-то там остался. Я быстро. Таковы были последние слова начальника караула специальной пожарно-спасательной части Эдуарда Илларионова. Его подразделение прибыло на пожар первым. Как только он вошел внутрь горящего здания, произошел взрыв. Позже следствие выяснило, в небольшом цехе хранились тонны опасной продукции. При передвижении тяжелого аппарата для смешивания пороха проскочила искра. Загорелось все моментально. Кроме того, на спецодежде сотрудниц были синтетические волокна. Одна из работниц, 26-летняя девушка, выскочить не успела. Ее тело вместе с погибшим Эдуардом Илларионовым нашли под завалами. Он был награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 37 лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.